Момент истины в эфире, в студии Андрей Караулов. Добрый вечер. Этот человек был обязан сделать мировую карьеру. 40 дней после смерти. Я плохо знаю мусульманский обычай, честно скажу, плохо знаю. Но в России на 40-й день после ухода нельзя не вспомнить человека, который был символом, действительно был одним из символов нашей державы. Именно так, как Юрий Гагарин. Муслим Магомаев был символом Советского Союза, нашей страны. Снег станет голубым, снег станет молодым. Скоро 40-й день. Мы сегодня вспомним Муслима Магомедовича. И не только потому, что наша программа, мы дружили с ним многие-многие годы. В нашем архиве есть уникальные записи, не только сам Магомаев, но и его оперное, прежде всего, оперное искусство. Для меня лично Магомаев велик как оперный певец. Как он поет знаменитые куплеты Мефистофеля в Фаусте Гуно. Послушайте, пожалуйста, уникальная запись. Умиление сердечно прославляя истукан, люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечно, окружая пьедестал, окружая пьедестал. Запарата правит бал, запарата правит бал. Тамара Ильинична Синявская и Муслим Магомедович Магомаев. Это была великая любовь, именно так, великая любовь. Россия всегда была сильна семьей, но то, как они любили друг друга, то, как Тамара Ильинична относилась к Муслиму Магомедовичу, это удивительно, особенно в наше время, просто удивительный пример любви, сказочной любви, которой всегда было очень мало на земле. Боюсь, что такой любви в наше время, в 21 веке, будет, увы, еще меньше. Мы уже пришли друг поупражнялись. Мы друг к другу пришли уже такими, почти зрелыми. Где-то 28-29 лет. Это уже... А вот брак, как бы, все-таки в зрелости, он надежнее брака в юности. Как это вам кажется? индивидуально. Ведь редко бывает так, чтобы рак и лев были вместе. Ну что, неужели вы верите в всю эту романтику? Да, я же рак по гороскопу, поэтому у меня все в мистике находится. Я совершенно, так сказать... Вот то, что он лев, это видно. Вот как сидит человек, так и видно, кто он. Вот эта любовь, в каждом слове любовь. Наверное, подобного мало просто. Вся жизнь, она движется любовью, потому что... А вот Муслим Магомедович и Тамара Синявская, это удивительно красивая пара была. Ну и прав я утверждаю, что Муслим Магомедович, утверждаю, живой символ эпохи. Абсолютно. Как Гагарин. Абсолютно. Как Пугачева. Абсолютно правильно. И вот совсем недавно я с огромным удовольствием, будучи президентом республики, присвоил почетное звание народного артиста Ингушетии. Конечно, он был и так народный. И он один из первых получил народного артиста СССР, но он уже родился народным. Неужели вам с Синявским не хотелось вместе спеть «Кармен»? Какой был бы Эскамильо, Ториадор, Магомаев? Ну, что потом ее Хозе зарезал, зачем? Ну, вам жить хотелось этого, Мне товарищ. хотелось. Мне Ну, в семье можно было бы надавить на народного артиста Советского Союза и, ну, если не заставить, то бочком. На этого человека давить нигде нельзя, ни в семье, ни вне семьи. Рано
tutto il giorno sempre in colpo in giro sta, Mirko Cagna per barbiere, vita più nobile non si dà. Люди становятся артистами, там, народными, Да, есть заслуженными, такие, которые, да. генералами. Там. А он родился есть, народом. Он был как раз родом из народа, и его любили люди, понимаете? Lascia le petti, lascia di forbici, al mio comando tutto qui sta. Lascia le petti, lascia di forbici, al mio comando tutto qui sta. È bella risorsa, e poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, e con la donnetta, con la tralalalala. Ну, а если вы все так, как же вы вот можете разрешать Магомаеву курить? Тут он сам, так сказать, Он ведь курит 20 лет. больше курит. Больше. Понимаете, в чем дело? Ну как? Он сам очень хочет бросить курить, но не может. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchie fanciulle. Да, у него очень красочный голос, столько всяких модуляций, красок. Если говорить языком живописца, то очень много красок с палитры прямо в его голосе звучит. Che furia, che folla, una alla volta, per carità, per carità, per carità. Видите, он даже с мундштуком стал курить. Он не может бросить курить. Вот где женщина нужна. Женщина Штуком, нужна не с здесь. фильтром. С фильтром, пардон. Не здесь нужна женщина? Нет. Вообще Шоу говорил, что женщина в идеале это мужчина. Он был прав, как вы считаете? Вы знаете, он попал в какую-то точку, да. Вот ведь попал. Попал. В самом деле, вы влиятельны в семье, Нет, а он? да. Знаете, символы, они, конечно, уходят, но они остаются. Да, только кто мне объяснит, почему последний юбилейный концерт Муслима Магомаева никто не показал? Ни один телевизионный канал, ТВ-центр, когда Попцов руководил каналом, был единственным. И только после того, как отказались все. В искусстве все в сравнении. Если выпустить на экран широко Магомаева, тогда где будут те, кто поет под фонограмму? Безголосые. Это же удар по ним. Мне представляется, что при капитализме очень мало места для культуры, когда все становится бизнесом. А то при социализме было легко. Муслим Магомаев в нашей программе говорил о том, как к нему относилась власть на самом деле. Если меня любил Брежнев, это не значит, что меня любили в Министерстве культуры. Если меня любила Фурцева, это не значит, что меня любили ее заместители. Это так кажется, что я баловень. Если меня любил Брежнев, я же не звонил Брежневу по каждому поводу. Где меня обижают, где меня запрещают. Неужели запрещали? А вы не помните? А спас меня кто? Андропов. Андропов позвонил Фурцеву, что он хочет услышать Бусенвальский набат. А Фурцева, говорит, сказала, а он у нас в запрете. А Андропов сказал, это он у вас в запрете. А у нас на КГБ у него все чисто. А почему были в запрете? А я вместо 2 рублей за концерт я получил 3. Левый доход. Это левый доход. Да, несмотря на то, что я заплатил государству налог. Самое большее тогда я получал 40 рублей. Если нет пророков, нет Бога. Если нет Бога, нет смысла человеческой жизни. Он же даже один раз чуть не остался в Париже. Замечательные условия предлагались, потому что возвращаться сюда было ему не очень комфортно. Здесь его ждало АБХС. Это вот за то, что там какие-то переплатили деньги на концертах. За очень дорогие концерты, да. Он честно расписывался, работал, но те суммы, которые ему платили, были просто запрещены. Он сам сказал, что он был в одной семье, ему предложили квартиру, все что угодно. Он сильно выпил и утром все-таки явился в аэропорт. В основном это была тема дяди. Он не хотел подвести дядю, который вот его воспитывал, дядю Джамал. И он понимал, что с ним здесь будет, потому что он был крупным работником Азербайджана. К тому моменту он уже, наверное, был поспредом в Москве. До этого он был зампред Совета министров в Азербайджане. Потому что его же тогда, в общем-то, впервые из наших назвали суперзвездой. Что у меня характер очень трудный, очень тяжелый, очень много во мне плохого есть. Но есть одно, я честный.
И потому я никогда в жизни не спел ни одной песни, в которой бы я прославлял бы власть. А спел петь новый? А «Малая земля» мне по-настоящему понравилась песня. А потом я был в Новороссийске, и когда я видел этот истерзанный пулями вагон, и когда мне рассказывали люди, что там происходило, просто, говорит, безумие наших моряков. Эта земля не нужна была, не надо было ее уж особенно так защищать. Меня же никто не заставлял никогда, Андрей. Мне, например, принесли песню, когда Леонид Ильич баллотировался. Брежневу очень нравилась «Белла Чао», итальянская партизанская песня. Чем он нравится? «Белла Чао». А, Una «Белла mattina Да. mi son svegliato, bella ciao, bella... Он ужасно Он балдел, любил, да, он подхлопывал. А он- ко мне подошел человек, есть к вам просьба спеть вот эту песню. Я посмотрел клавир, эта песня называлась «Наш генеральный секретарь». И я, как увидел оглавление, я все понял. Ну, так для приличия я очень долго начал разглядывать клавир, вроде бы я смотрю свои возможности вокальные. Сейчас, конечно, могут говорить, а почему ты сразу не сказал, а не буду я про Брежнева петь. Это сейчас очень легко всем говорить, да. А зачем надо было так говорить? Я Ну, это, сказал, во-первых, неприлично. да, во-первых, неприлично. А во-вторых, я